рассмотрению дела. Слово для доклада предоставляется судье Шаршиналиеву Джамилю Асамбековичу. Спасибо. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, в Конституционный суд Кыргызской Республики 8 сентября, затем 10 октября 2025 года поступили ходатайства, затем дополнение к нему от Мамбетказиева Адилета Орозбековича о признании части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики от 9 февраля 2024 года за номером 42, а также статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, противоречащими части 1 статьи 1, частям 1, 2 статьи 6 и части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики. Из ходатайства и дополнения к нему следует, что заявитель усматривает неконституционность оспариваемых положений по нескольким взаимосвязанным основаниям. Так, в рамках уголовного дела в ходе рассмотрения Токмокским городским судом Чуйской области в отношении граждан Джураева, Гафаровой, обвиняемых по статье 175 УК Кыргызской Республики, 21 августа 2025 года Мамбетказиев, будучи адвокатом, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по пункту 11 части 1 статьи 27 УПК Кыргызской Республики в связи с принятием и выхода акта амнистии. В обосновании он указал, что инкриминируемое деяние было совершено 21 ноября 2023 года. Согласно Уголовного кодекса статьи 19, оно относится к категории менее тяжких преступлений и поэтому подпадает под действие акта амнистии. При этом заявитель ссылался на пункт 4 части 1 статьи 1 Закона об амнистии, который предусматривает освобождение от наказания лиц, впервые совершивших менее тяжкое преступление. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, сославшись на истечение 6-месячного срока исполнения амнистии, что установлено в части 1 статьи 10 Закона об амнистии. Таким образом, заявитель исходит из того, что установленный вышеуказанный 6-месячный срок фактически ограничивает действие закона, который может смягчать ответственность. По его мнению, часть 1 статьи 60 Конституции предусматривает применение более мягкого закона без установления каких-либо временных ограничений, независимо от стадии процесса и момента выявления деяния. Заявитель указывает, что применение акта амнистии оказалось невозможным, поскольку инкриминируемое преступление, совершенное до принятия закона об амнистии, было выявлено и передано в суд уже после истечения установленного 6-месячного срока по его исполнению. В связи с этим он считает, что реализация амнистии в пределах данного срока была объективно невозможной. Обосновывая свою позицию, заявитель также ссылается на статью 12 УК, которая закрепляет обратную силу закона, который улучшает положение лица, и утверждает, что часть 1 статьи 10 Закона об амнистии противоречит конституционному принципу обратной силы более мягкого закона, так и положениям УК, подлежащим приоритетному применению. В этом случае он указывает, что в силу статьи 6 Закона о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики Конституция и Уголовный кодекс имеют приоритет над законом об амнистии, исключая возможность его противоречия указанным актам. Наряду с этим, в дополнение к ходатайству заявитель указывает на правовую неопределенность в применении закона
об основах амнистии и порядке ее применения во взаимосвязи с нормами Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, что, по его мнению, свидетельствует о несогласованности правового регулирования института амнистии. Заявитель также считает, что в соответствии со статьями 1, 2 и 4 Закона об основах амнистии, амнистия представляет собой акт, принимаемый в форме закона в целях гуманизации, милосердия, распространяющийся на неопределенный круг лиц и предусматривает освобождение от уголовного наказания полностью либо частично. Из этого следует, что данный закон закрепляет единые правовые рамки амнистии как института, сущность которого сводится к освобождению от уголовного наказания. Вместе с тем заявитель указал, что статья 93 Уголовного кодекса закрепляет более широкий объем последствий амнистии, включает в себя освобождение от уголовной ответственности и наказание, а также смягчение назначенного наказания. При этом акт амнистии издается законодательным органом в лице Джоорку Кенеша Кыргызской Республики. Кроме того, пункт 11 части 1 статьи 27 УПК предусматривает прекращение уголовного дела вследствие акта амнистии. В связи с этим заявитель считает, что амнистия в уголовном законодательстве понимается шире и охватывает не только освобождение от наказания, но и от уголовной ответственности. Заявитель отмечает, что в силу Конституции законодательство должно соответствовать всем принципам, включая правовую определенность. Статья 6 Конституции. В этой связи Закон о нормативных правовых актах Кыргызской Республики устанавливает систему и иерархию нормативных правовых актов, требуя от них внутренней согласованности и недопустимости противоречий. При этом кодексы обладают более высокой юридической силой по сравнению с законами. Таким образом, он считает, что УК, УПК регулирует уголовное судопроизводство, в целом затрагивая амнистию лишь фрагментарно, тогда как специальный закон об основах амнистии посвящен данному институту, но ограничивает его только освобождением от наказания. При этом он указывает, что положения этого закона не могут игнорироваться при применении статьи 93 Уголовного кодекса, поскольку именно он определяет основания, виды и пределы амнистии. По мнению заявителя, разобщенность и противоречивость регулирования амнистии свидетельствуют об отсутствии внутренней согласованности законодательства, что нарушает принципы правового государства и правовой определенности, поскольку один и тот же субъект нормотворчества наделен различным объемом полномочий. Эта ситуация, по его мнению, порождает правовую неопределенность, что выражается в различном определении правового статуса лица, подпадающего под амнистию, как привлеченного к уголовной ответственности, либо как лица со статусом судимого. Таким образом, заявитель полагает, что указанная несогласованность нарушает конституционные гарантии, приводя к различному правовому положению лиц в идентичных обстоятельствах, создает риск произвольного применения закона. В связи с чем автор обращения просит дать конституционную оценку соответствующих норм, в том числе проверить статью 93 Уголовного кодекса на соответствие части 1 статьи 1, части 1 и 2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики. В силу изложенного Мамбетказиев просит признать оспариваемые положения противоречащими Конституции. Определением коллегии судей от 20 октября 2025 года данное ходатайство и дополнение к нему было принято к производству.
В целях обеспечения правильного разрешения дела проведены все необходимые действия, связанные с подготовкой, проверкой обращения, подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Спасибо за внимание. Уважаемые судьи, есть вопросы, Джамиль Асанбекович? Нет вопросов, да?